Искусство кино, театра, мода, аллея художников, писателей и многое другое. Все это на мероприятии «Ночь музеев 2019». В Бишкеке «Ночь музеев 2019» впервые прошел в формате Open Air на территории Дубового парка. Программа каждой ночи построена на предварительном изучении интересов публики и музейного сообщества. На стыке рождаются новые форматы, которые с каждым годом все больше привлекают наших граждан и гостей страны. В рамках проекта были объединены разные направления, были созданы аллея художников, аллея писателей, аллея гончаров и многое другое. Почему-то мы издалека шли и подумали, что вы вызывали дождь. Да, дело в том, что мы вызывали радость. Да, мы вызывали радость, потому что мы день за днем живем такой серьезной жизнью, в каждом своем офисе, на работе. Но наступает этот день, один день в году, Ночь музеев, когда мы все выходим, и мы становимся просто бродячими артистами, клоунами, понимаете? Мы стучим, мы танцуем, мы развлекаемся, мы развлекаем других людей, и мы создаем такую общую радость. Друзья, помимо интересных личностей, тут есть различного рода творчество. Например, этот, можно сказать, плакат, по крайней мере, я так считаю. Здесь можно оставить свою подпись или то, что вы захотите. За 6 часов прошло свыше 200 мероприятий с участием известных мастеров своего дела. Во время ночи были созданы знаковые инсталляции. Скажите, пожалуйста, у вас такие необычные костюмы. Что за костюмы? Кого вы представляете сегодня? Коллекция «Ходячий замок» студентов 3-го курса художественной школы. Лично у меня костюм называется «Африканская мечеть», переделанный в обычные костюмы и представленный к обозрению. Как думаете, стоит ли организовывать такие мероприятия у нас в городе? Конечно, как вы видите, вообще такое мероприятие, как «Ночь музеев», оно уже 6-й год подряд. И вы видите, что каждый год людей все больше, и интересующихся все больше. Концепция 2019 была выбрана неспроста как хрупкое искусство. В свете последних событий, произошедших в мире, собором Нотр-Дам-де-Пари, Пальмиры, в целом ситуация с памятниками всемирного наследия в мире и в стране, выбор пал на такую важную тему. Вторая тема – «Хрупкий мир». Это мирное пребывание на планете Земля. Будущей экологической войны, в которой мы никогда не выиграем. Единственный путь – это эко-сознание. Величайшие искусства порадовали всех посетителей. Каждый участник смог не просто окунуться в атмосферу искусства, но и попробовать все свои силы в различных творческих мастер-классах и квестах.